По окончанию ее получают образование, и не только среднее, но и высшее. Как дальше складывается их судьба? Находят ли они достойное своему образованию работу? Именно этими вопросами занимается Центр реабилитации инвалидов с высшим образованием «Толбон». Учебно-производственный вычислительный центр «Толбон» действует с 1991 года. Главными задачами центра являются социальная реабилитация инвалидов и создание для них автоматизированных рабочих мест на базе персональных компьютеров. На сегодняшний день здесь более 10 человек прошло обучение и бесплатно получило компьютеры для работы на дому. Руководители центра Пантелеймон Егоров и Юрий Москвитин – выпускники школы для слепых детей, о которой мы рассказывали в одной из наших передач. Недуг не смог помешать им закончить Якутский госуниверситет, и теперь они нашли свое место в жизни. Центр занимается не только обучением, но и практической деятельностью. С 1996 года мы выпустили азбуку для первого класса нашей школы, изучающим якутский язык. Ну и так, более 10 учебников. Мы ведем профориентационную работу в нашей школе. Вот в этот класс приезжают каждый вторник наши ученики нашей школы. И Юрий Афанасьевич им здесь дает азы программирования, дает им язык Basic, Pascal. По окончании уже маленькие программки пишут на Pascal и на Basic. Ну и приобщаются вот к компьютерам, к программированию. И результатом, даже вот можно сказать, работы Юрия Афанасьевича явилось то, что 5 выпускников нашей школы являются в данный момент студентами нашего родного университета. И с этого года мы приступили к проекту создания фонда произведений незрячих мелодистов и исполнителей на компакт-дисках. К юбилею нашей школы, к 4 декабря, мы выпустили первый диск. Вот я его могу показать. Семена Романова на компакт-дисках. Это опять-таки вот труды Юрия Афанасьевича. Он, значит, с помощью магнитофона записывает WAV-файлы на компьютер. Потом эти файлы переводим в формат CDA с помощью CD-райтера и записываем на уже компакт-диск. Выпуск книг с рельефным шрифтом, призванных помочь незрячим людям в учебе, необходим. И особенно ценно, что занимаются этим люди, знающие о недуге не понаслышке.